идея всей моей жизни. То есть я все время думала какое-то дело открывать, начиная, когда мне было, наверное, 7 лет. То есть я что-то обязательно делала. Началось с того, что это была интересная история на самом деле. И вот мы, девочка-партнер, с которой я сейчас работаю, на сегодня это мой близкий человек, моя подруга. На тот момент это была просто моим клиентом. Мы с ней встретились. Я говорю, слушай, у меня есть крутая идея. Давай припрем с Португалии вагон, там определенной группы товара. Он говорит, слушай, классно, все, мне нравится, давай. Мы встретились с этим португальцем, у нас прошла встреча, но мы не договорились о определенных условиях работы. Нам нужно было обязательно эксклюзив, потому что мы думаем, наша история должна начинаться, то есть мы уже примерно бизнес-модель своей компании мы видели. И как она должна продвигаться, мы понимали. И для нас были критерии такие, вот это важно, вот это важно, вот это важно и так далее. А сами мы, собственно, никто, даже на тот момент юрлица не существовало. Это же нюансы, это все делается очень быстро. И мы встречаемся с этим португальцем, говорю, слушай, давай, все, вагоны подписываем, там сколько-то вагонов в год, я не помню уже. А он нам не дал эти условия, которые для нас были главенствующие. И все это отложилось в долгий ящик. Мы думаем, нет, не пойдем на это. Сейчас столько вкладывай туда-сюда, столько работы. А эти условия важны. И с португальской историей все это закончилось, потому что условно мы не договорились на тех условиях, которые для нас были важны. И это очень хорошо на самом деле. То есть все, что не происходит, я сегодня очень четко в этом уверена. Все, что не происходит, все происходит правильно. Мы заключили контракт с 3 заводами, с временным промежутком в 1 месяц. Сначала с одним, потом со вторым, потом с третьим. Привезли. Первый склад у нас был 300 квадратов. Мы привезли, сложили все, вплоть до того, что мы сами это все разгружали. Мы в таком драйве были, мы с этими коробками носились, божечки, все наше. Столько, такое богатство. Это, знаете, как девочка смотрит, ой, столько платьишек, столько сумочек. Так мы смотрим на эти коробки и такие счастливые, радостные. Потом сели, призадумались. Сколько дней нам нужно будет теперь, это же нужно теперь обернуть в деньги, это нужно продать. Прошло 3 дня, пустой склад. Мы такие, все, мы поняли, что у нас получилось. Касательно делегирования, этот этап был очень сложно перейти, когда ты взваливаешь все на свои плечи, кажется, что лучше тебя это никто больше сделать не может. Отпустить и понять, что могут и не надо контролировать, иначе просто дальше не будет роста, это невозможно. В общем, многие наши конкуренты, с которыми мы прям очень так жестко говорят, вы куда полезли вообще? Это чисто мужской бизнес. Моя подруга возмущается, говорит, слушайте, это же красота, это же фэшн-индустрия, почему мужской? Мы наряжаем стены, мы делаем красоту внутри дома. С какого момента он стал мужским? Чтобы все клиенты максимально с нами работали, для них нужно было сделать суперсервис. И в том числе это доставка товаров до нужного места назначения. У нас на тот момент до сотрудничества с банком «Центркредит» у нас было несколько автомобилей в парке, но это были подержанные автомобили. То есть возникала такая проблема, что то там сломается, то здесь сломается. И те доставки, которые запланированы на сегодняшний день, они запланированы. Клиентов много, это более 800 дистрибуторов вообще по РК. Это просто колоссальный отгрузок, очень много. И у нас расписаны все каждые 5-10 минут. И когда что-то сломалось, это, конечно, проблема. У нас они перекладываются, потом как снежный ком, мы не знаем, что с этим делать. И нам были принято решение, слушайте, а давайте купим новую машину. Чем мы эти подержанные машины меняем бесконечно? Мы купим новую, не будет с ней проблем. И мы обратились в банк «Центркредит» и получили лизинг очень успешно, удачно. И теперь планируем весь парк автомобилей поменять, чтобы все машины были новые, чтобы они нормально, не было перебоев с доставкой клиента. Прям решение, да, действительно. Вы знаете, я всегда считаю, самое первое, если ты хочешь уйти в собственный бизнес, нужно 100% понимать ту сферу, в которую ты хочешь уйти. Если остались какие-то белые пятна, их нужно изучить. Нужно полностью осознавать конкурентную среду. Нужно этот бизнес знать изнутри, потому что очень большая ошибка многих бизнесменов, которые, или начинающих бизнесменов, которые, поехал что-то, увидел, все, я сейчас открою
стандартно, да, автомойку или еще что-то, или еще что-то. Нужно знать и разбираться в этой отрасли. И когда ты полностью понимаешь, здесь просто маленький шажок вперед, и все.